Всем привет, меня зовут Эркин Алексеев, и с сегодняшнего дня я решил быть немного активнее на своем канале. Начну я свое видео с обзора хумусов. Поводом послужило то, что довольно часто мои друзья спрашивают, почему я не делаю подобные обзоры, где рассказывал бы о хумусах разных мастеров более подробно. И буквально на прошлой неделе тоже случилось такое обсуждение, где адресовано не лично мне, но в целом такой риторический вопрос был поставлен среди, скажем так, хумусной общественности, почему никто из якутских хумусистов не делает подобные обзоры. Вот, и я решил, почему бы и не я. Хочу вам сегодня рассказать про хумус Егора Тартакова. Егор Тартаков — это молодой, но очень уже опытный, очень изготавливающий отличные инструменты мастер. Он живет в село Сунтар, Сунтарского улуса. Сунтарский улус — это один из удаленных районов Якутии, лежит на запад от Якутска, почти в 1000 километров. И издавна этот улус славится тем, что там, ввиду своей удаленности, сохранились многие черты культуры в их более старинном, более искомом варианте. И действительно, очень много различных деятелей культуры, и не только, дал Якутии Сунтарский улус. И что касается Егора Тартакова, он мой друг, товарищ, я с ним общаюсь и решил рассказать вам сегодня про него. Конкретно про вот этот хумус. Этот хумус я заказал у Егора индивидуально. То есть этот хумус он сделал не на продажу, собственно, по моему заказу. Егор делает хумусы на продажу. Их можно купить и в Якутии, и далеко за ее пределами. Он отправляет и в регионы России. И я видел, что даже за рубежом уже продают его хумусы. Выглядит он, собственно, вот так. В чехле из дерева. Из какого точно не могу сказать, но видно, что это заказная порода, не из якутской древесины. Хумус довольно крупный по размеру. И с тыльной стороны кольцо у него украшено вот такой ажурной резьбой, да, гравировкой. Вот. Этот хумус я заказал ему, когда мне требовался инструмент с низким звучанием. Собственно, если вы заказываете у мастера хумус, вы можете высказать ему свои пожелания, какой звук вам хотелось бы, если вы достаточно хорошо разбираетесь, конечно же, в инструментах. Вот. И мне нужен был хумус с низким звучанием и долгим затуханием звука. Собственно, вы здесь можете увидеть, что для понижения звука Егор сделал утяжелитель на кончике языка. От этого одновременно и понижается звук, и увеличивается продолжительность затухания, да, вибрации. Звучит он вот так.
Первая ассоциация, когда вам попадает в руки хомус с низким звучанием, что он, конечно же, в первую очередь предназначен более для такой неспешной, размеренной игры, для тех, кто практикует медитацию, скажем, или просто расслабление через игру на хомусе, на варгане. Как раз таки вот инструменты с низким звучанием для этой цели подходят очень хорошо. В целом и вот этот инструмент в частности. Но в то же время надо сказать, что, конечно же, не только какие-то медленные ритмы можно играть на таких инструментах, а вполне себе и быстрые. Но при этом нужно учитывать, что в принципе каждый инструмент якутский, каждый хомус, к нему нужно найти подход. Это вот как в фильме или в книгах о Гарри Поттере. Не волшебник выбирает палочку, а палочка выбирает волшебника. Но здесь, конечно же, с некоторой коррекцией, что, конечно же, при покупке вы выбираете свой инструмент. Надеюсь, конечно же, пробуйте его, пробуйте извлечь звук. Но тот момент, когда вы выбираете, и с течением времени, когда вы с ним сыгрываетесь, привыкаете к его звуку, первое впечатление, оно может быть не то чтобы обманчиво, но оно изменяется со временем. Как, в принципе, изменяется и сам инструмент, со временем хомусы, они могут менять звук, и чем активнее, чем сильнее вы на нем играете, тем быстрее будут эти изменения. И все зависит, конечно, от вашей индивидуальности. Любите вы более быструю игру или медленную. Это будет диктовать немножко именно сам звук и конфигурация инструмента. Потому что у каждого хомуса в том числе отличается поведение язычка и то, как вы его ощущаете во время игры. И эти ощущения, они будут разниться с каждым инструментом, даже от одного мастера. Ну вот пример быстрой игры, например. В целом, вот так. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я постараюсь на них ответить. И в будущем постараюсь сделать обзор по другим хомусам Егора, которые у меня есть. И когда они выйдут, вы, думаю, увидите разницу, да, в чем именно могут отличаться хомусы, в том числе и от одного мастера.